Специалист заканчивает укладку плитки. Пару штрихов, и на этом месте совсем скоро будет красивое обновленное крыльцо, как и в целом во всей школе. Ремонтные работы здесь начались в мае этого года. Проблем, которые требовали капремонта, в школе было много. В спортзале сырость стояла круглый год, и ученикам, и учителю было очень сложно работать, потому что сырость, она дает какой-то негативный отпечаток. Все-таки дети 40-45 минут находились на уроке в спортивном зале. Очень большие трещины были, как в новом корпусе, так и в старом корпусе этого здания, в столовой в нашей. Кроме этого, по технике безопасности полы в первом корпусе нашего здания были непригодные, их необходимо было заменить. И деревянные полы, они были застелены линолеумом. А линолеум, мы знаем, что по технике безопасности он недопустим. Все эти нюансы сегодня уже на стадии завершения, благодаря программе «Модернизация системы школьного образования». Бригада из 50 строителей на 2 этажах проведен немалый фронт работ. Полностью сделан у нас зал спортивный, сделаны были лестничные пролеты, дополнительно был сделан гардеробная, кабинеты для преподавательского состава, кабинет для учителя. В общем, практически все кабинеты были сделаны, включая даже был ремонт в маленькой такой котельной. Что еще сделано? Была основная работа сделана у нас на крыше. Потому что все вот это покрытие, которое наверху было, оно вот с 1961 года практически не заменялось. И подрядчик сам по своей инициативе, с пониманием важности и необходимости этих работ, он заменил у нас полностью покрытие крыши. Капремонт проводит подрядная организация «Диабаз». Прошлыми косметическими преображениями тоже занималась эта фирма. В школе обучается более 500 детей. На 1-м этаже начальные классы, на 2-м с 5 по 11. Учатся ребята в 2 смены. И чтобы они смогли получить качественное образование, необходимы комфортные условия. У специалистов заранее был расписан весь план работ, чтобы успеть к новому учебному году. Надо просто закончить кое-какие шероховатости, в частности, завершить установку подвесных потолков, они это сделают до конца текущей недели, и привести кабинеты, отмыть, привести в божеский вид. Основана школа в 1961 году. Тогда она функционировала как начальная. А в 2000-м, после пристройки 2-го этажа, учебное заведение получило статус средней школы. Капитального ремонта здесь не было более 25 лет. Проводился только косметический. Поэтому к нему подошли максимально ответственно и закупили всю необходимую мебель. Для этой школы были закуплены парты, компьютеры, интерактивные доски и доски. Просто доски для работы. Преображениями очень доволен преподавательский состав. Правда, программа «Модернизация системы школьного образования» подразумевает ремонт только самого учебного заведения, не выходя во двор. Но педагоги просят заменить еще и забор. Этот забор тяжелый, он железный. Так думаем, что по технике безопасности тоже, не дай бог, если что-то упадет, ребенок может получить травму. На капремонт школы выделено 35 миллионов рублей. На сегодняшний день в регионе 16 учебных учреждений, которые также находятся на стадии завершения работ. Они все попали под программу «Модернизация системы школьного образования». Учащихся совсем скоро ждут полностью обновленный альма-матер. Мадина Цора, Султан Булгучев. Новости 24.